Иран планирует атаки на территории Саудовской Аравии. Талибы создали женское подразделение полиции. Зеленский оценил последствия ударов России по энергоинфраструктуре Украины. Путин озвучил условия для возврата России к зерновой сделке. Эр-Рияд поделился с Вашингтоном данными разведки о неизбежной атаке из Ирана по целям на территории Саудовской Аравии, что привело к повышению боеготовности американских и других вооруженных сил на Ближнем Востоке. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Саудовской Аравии и в Соединенных Штатах. Министерство разведки Ирана и разведывательная организация Корпуса стражи Исламской революции обвиняют разведслужбы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии в планировании и реализации протестов, связанных с гибелью активистки Махсы Амини после задержания полицией нравов из-за неправильного ношения хиджаба. Согласно заявлению официальных лиц Саудовской Аравии, Иран планирует совершить атаки на королевство, а также на Эрбиль в иракском Курдистане, чтобы отвлечь внимание от внутренних протестов. США, Саудовская Аравия и ряд стран региона повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил, пишет Wall Street Journal. В прошлом месяце командующий корпусом стражи публично предупредил Саудовскую Аравию, чтобы она ограничила освещение в прессе протестов в Иране. «Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ», сказал генерал-майор Хосани Саламин на военных учениях в иранской провинции Восточный Азербайджан. Движение «Талибан» создало в Афганистане женское подразделение национальной полиции. Для работы в подразделении привлекли женщин, которые работали в МВД до прихода талибов к власти. На данный момент обучение в подразделении проходит около 100 женщин, сообщает агентство Толо Ньюс. «Мы пытаемся нанять других женщин-полицейских, которые прошли обучение в местных отделениях полиции и имеют опыт работы в полицейских управлениях», сказал представитель МВД Афганистана Абдул Навид Акур. Борец за права женщин в Афганистане Мухаддис Амин заявила, что так талибы хотят сдерживать общественную реакцию на жестокость по отношению к женщинам на протестных акциях. Агентство утверждает, что женщины будут работать на протестных акциях и взаимодействовать с афганками, которые в них участвуют. Как писали СМИ, в августе талибы разогнали женский митинг выстрелами в воздух. В сентябре прошлого года на женской акции протеста талибы использовали слезоточивый газ. МВД также просит новобранцев и женщин-полицейских привлекать своих знакомых из бывших сотрудниц вернуться в афганскую национальную полицию. Это связано с тем, что после прихода к власти талибов число сотрудниц женщин в силовых ведомствах Афганистана резко сократилось. Летом 2022 года Талибан частично разрешил женщинам работать в силовых структурах. Около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, прежде всего теплоэлектростанции, теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, получили повреждения в результате российских ударов, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симпсон. Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, стороны обсудили мероприятия по стабилизации работы энергосети и дальнейшие шаги по обеспечению энергетической безопасности Украины. «Я уверен, что все мы восстановим и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу», сказал Зеленский. Симпсон приехала в Киев во вторник, 1 ноября. Она осудила действия России и пообещала, что ЕС будет поддерживать Украину. Российские атаки на объекты инфраструктуры Украины продолжались и в последующие дни. 31 октября из-за ударов в частности Киева пропало электро- и водоснабжение. Энергетические объекты были поражены также в Черкасской и Кировоградских областях. В Харькове остановили работу метро. В российском Минобороне заявили, что цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба накануне сообщил, что 12 стран предоставят Киеву оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. Россия может вернуться к зерновой сделке после того, как будет проведено расследование атаки украинских дронов по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Об этом президент Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Таипу Эрдогану, сообщили в Кремле. По словам Путина, украинская сторона при поддержке западных кураторов использовала зерновой коридор с целью атаки по инфраструктуре и кораблям, которые обеспечили безопасность маршрута.
Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях, указали в пресс-службе Кремля. Соглашения Черноморской зерновой инициативы были заключены 22 июля в Стамбуле по отдельности Россией, Украиной, с Турцией и ООН. Они предполагают открытие одесских портов для вывоза украинского зерна и содействие поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрения из России на фоне введенных против нее санкций из-за боевых действий в Украине. В разговоре с Эрдоганом Путин заявил о невыполнении второй части договоренности. 29 октября Россия приоставила участие в зерновой сделке, объяснив это применением в Севастополе беспилотников против судов, которые участвовали в обеспечении безопасности судов зерном.